Сердечно-сосудистые заболевания лидируют среди причин смертности в России. Главное коварство этой группы заболеваний в том, что нередко они протекают бессимптомно. И человек узнает о том, что у него есть проблемы с сердцем, тогда, когда ему уже нельзя помочь. Сегодня с нашей гостьей, кардиологом отделения неотложной кардиологии регионального сосудистого центра Республиканской больницы номер 2, Центра экстренной медицинской помощи Ириной Красновой, мы поговорим о том, чем же коварен инфаркт и как избежать проблем, пока это возможно. Добрый вечер, Ирина Анатольевна. Здравствуйте. Давайте расскажем нашим телезрителям о том, что из себя представляет сердце как орган. Немножко из анатомии. Сердце — это полый мышечный орган, который, основной функцией которой является перекачивание крови для обеспечения кислородом всех органов и систем организма. Как у всех млекопитающих, сердце состоит из 4 камер: правый и левый желудочки, правое и левое предсердие. Левая и правая часть обычно в норме не сообщаются друг с другом. Ну, это основные его характеристики. Питание самой сердечной мышцы происходит за счет коронарных артерий, о чем мы сейчас и будем разговаривать, я так поняла. Вот перед вами, как специалистом, кардиологом экстренной больницы, в первую очередь, какие стоят задачи? В нашей экстренной больнице РБ номер 2 мы проводим специализированную, в том числе высокотехнологичную медицинскую помощь. Это оказание пациентам с такими диагнозами помощи, как инфаркт миокарда, нестабильная стенокардия, на фоне ишемической болезни, нарушения ритма сердца, проводимости сердца, проведение высокотехнологических манипуляций, операций, таких как стентирование коронарных артерий. Это все у нас проводится в нашей больнице в экстренном порядке, в круглосуточном режиме. Вот теперь конкретно про инфаркт. То, что у всех на слуху, с чего начинается? Какие симптомы или предвестники этого грозного заболевания? Инфаркт развивается на фоне атеросклероза коронарных артерий сердца. Инфаркт — это разрыв бляшки жировой внутри коронарной артерии с последующим тромбозом, развитием ишемии миокарда, некрозом. Обычно своим пациентам я рассказываю это так, как происходит ожог в области мышцы. Обожгли мышцу. Представьте, говорю, руку, на которой вы видите обширный ожог, обожгли не только кожу, но и дошли до глубины, до мышцы. Тогда пациент уже визуально видит, что это вот у него такая ситуация произошла. Я говорю, и точно так же происходит внутри грудной полости, в области пораженной коронарной артерии. То есть вокруг тромбоза, вокруг этого тромба этой коронарной артерии происходит ишемия, некроз стенок миокарда, что приводит к нарушению функции сердца, сердечной мышцы. Вот вы сказали, что происходит разрыв бляшки, а что провоцирует ее разрыв? Постепенно нарастание жировой бляшки начинается у нас примерно после 40 лет, в зависимости от пола, возраста и наследственных заболеваний. Эта жировая бляшка растет, увеличивается, капсула растягивается, и когда предел этой капсулы уже возникает, начинается разрыв. Разрыв этой капсулы с развитием тромбообразования. Если тромб перекрывает полностью просвет коронарной артерии, то развивается обширный инфаркт миокарда. В зависимости от того, как быстро пациент успел вызвать скорую и оказанная ему медицинская помощь, можно предотвратить либо уменьшить зону ишемии поражения миокарда. Бывают такие же ситуации, когда жировая бляшка не разрывается, но постепенно нарастает с закрытием просвета артерий до 90, 95, 80%, когда уже имеются клинические проявления стеноза коронарных артерий. А вот есть ли какой-то характерный симптом для инфаркта? Вот, точно это инфаркт? Признаки, предшествующие развитию инфаркта, имеются. Начинаются с болевых синдромов. В первую очередь это сжимающие, давящие боли за грудиной, тяжесть в области сердца. Чаще пациенты путают, думают, что это гастрит, боли в пищеводе. Появляется жжение за грудиной, отдающие в левую руку, под лопатку, возможно, нижнюю челюсть. Кто-то говорит, зубы болят. Кто-то говорит, никаких симптомов. И больше только никаких зубы. симптомов, да. Только зубы бывают. Нижняя челюсть болит, зубы болят. Вот болят зубы, и все, ничего не помогает. Пьют анальгетики, потом уже через несколько дней, когда нарастает слабость, потливость, одышка,
доходят до кардиолога, либо до терапевта, снимают кардиограмму, и где видят уже инфарктоподобные изменения, отправляют пациента к нам в стационар. Но чаще успевают вызвать скорую, неотложную медицинскую помощь оказать мы им успеваем и купировать эти симптомы, уменьшить зону поражения миокарда. Вот иногда бывает, что боли в области сердца, они отдают за счет проблем с позвоночником. Вот как дифференцировать эти боли? Многие говорят, ой, что сердце болит. По факту это... Что касается позвоночника страшного. и боли в области позвоночника, они всегда связаны с физической нагрузкой, смена положения тела. Боли в области сердца не влияют никак на смену положения тела. Чаще прединфарктное состояние показывает картину, когда пациенты жалуются на боль при физической нагрузке, при малейшей физической нагрузке. Говорят, я вот 100 метров иду, у меня начинаются боли за грудиной. Останавливаюсь, отдохну, у меня все проходит. Опять иду, опять начинаются. Либо поднимая тяжести какие-либо, да, сейчас у нас идет сезон огородов, копка картошки, то есть посадка картошки. Все здоровые. Да, все здоровые. Берутся за лопату, начинают копать, и вот у них начинают проявляться вот эти боли ангинозного характера. То есть сжимающие, давящие за грудиной, жжение за грудиной появляется. Чаще внимания на это мужчины не обращают. Говорят, постою, отдохну, все пройдет. Но вот это приводит уже к необратимым последствиям, к развитию инфаркта. А вот как раз вот вы затронули про мужчин и женщин. Есть ли какое-то отличие в симптоматике инфаркта у женщин и у мужчин? У женщин, пока нас защищают гормоны наши женские, эстрогены и прогестерон, атеросклероз коронарных артерий, ишемическая болезнь сердца развивается после 50 лет, когда уже женщина вступает в период менопаузы. У мужчин этих гормонов нет. Поэтому у них атеросклероз начинается уже с 40-летнего возраста. Плюс, если имеются дополнительные факторы риска, это курение, алкоголь, ожирение, неправильный образ жизни, гиподинамия, то этот процесс развивается быстрее. Плюс наследственные факторы. А вот в плане там болей каких-то при самом уже инфаркте есть какой-то? У мужчин боли чаще более выраженного характера носят, у женщин менее. Плюс, если есть у пациентов сахарный диабет изначально, то у них бывает безболевая форма развития инфаркта, ишемия миокарда. Вот, кстати, про еще одни симптомы, про абдоминальную форму инфаркта. Вот немножко слов, можно сказать, как она проявляется. Ведь многие думают, живот болит, ну и... Да, часто привозят пациентов с болями в животе. Часто они поступают как к хирургу, как экстренная медицинская помощь нам начинают оказывать хирурги, выявляют в первую очередь при снятии кардиограммы инфарктоподобные изменения. Эти изменения чаще бывают при инфаркте нижней стенки, когда задействован нервус вагус, то есть приступы возникают в эпигастрии, это в области желудка. Боли в желудке, считают пациенты, болит желудок, начинают обследоваться у гастроэнтеролога, у хирурга, проводят ФГДС. Нет, проводят ФГДС, потому что расстройство кишечника при этом случае очень редкие. Чаще вот выраженные боли, которые ничем не купируются, и поболит, обычно инфаркт развивается очень быстро, боли купируются в течение суток, если пациент никуда не обращался. А потом беспокоит уже слабость, одышка, отеки на ногах, проявление сердечной недостаточности. И в этом случае уже выявляют эти изменения на кардиограмме, когда уже пациент после гастроэнтеролога, хирурга дошел до терапевта, снял кардиограмму, и случайным образом ему говорят, ну вот вы на ногах перенесли инфаркт. Чаще так. Вот стоит ли при болях сердца сразу же хвататься за домашнюю аптечку, всегда же на слуху там, волокардин, валидол, там, нитроглицерин, или же все-таки таким самолечением не стоит увлекаться? Ну, ни в одних клинических рекомендациях, ни российских, ни европейских, нет рекомендаций по приему препаратов с фенобарбиталом. Что валидол, волокардин — это препараты фенобарбитала. Ну, как я своим пациентам говорю, ну, для успокоения души можете. Но боль сердечную эти препараты не купируют. Как предотвратить инфаркт? И что можно для этого сделать? Профилактика. Профилактика — это наше все. Первичная профилактика — это
здоровый образ жизни, отказ от курения, от алкоголя, контроль массы тела, физическая активность, минимум 3 раза в неделю, хотя бы по 30 минут, обычная ходьба на свежем воздухе. И если у вас имеются наследственные заболевания, то их профилактика также производится, что предотвращает развитие раннего инфаркта. Вот, кстати, про наследственное. Вот если работаешь, что у людей, у которых, у родителей был до этого инфаркт, то, скорее всего, и дети в последующем будут тоже подвержены этому заболеванию. Или же нет? Есть. Наследственный фактор есть, так как ишемическая болезнь сердца — это в первую очередь атеросклероз коронарных артерий. Что приводит к атеросклерозу? Это гиперхолестеринемия, повышение холестерина в крови. Обычно это низкая плотность плохого холестерина, и он обычно наследуется. Как сказать? Ну, получается, от родителей, допустим. От родителей, да? К детям, да. А вот по поводу снижения холестерина в крови, вот если все-таки этот фактор наследуемый, можно ли что-то сделать, чтобы его снизить? Или же все-таки, уж такой обмен веществ заложили тебе твои родители, так у тебя и он и будет? Конечно, можно. В первую очередь это питание, ограничение тугоплавких жиров, снижение массы тела. И генетические исследования проводятся. Если действительно есть у пациента по наследству передается гиперхолестеринемия, она у нас сейчас диагностируется. У нас в больнице РБ номер 3 есть кабинет липидолога, где проводятся эти диагностические тесты. Любой пациент, можно без направления туда подойти, записаться на эти генетические исследования. Первично проводит тестирование, то есть подходит он для этого исследования или нет пациент. Там определенно есть шкалы отбора пациентов на это исследование. А вот по поводу вредных для сердца физических нагрузок, вот вы сказали, что 30 минут, допустим, в день в течение 3 раза в неделю, это достаточно физическая нагрузка, плюс ходьба. А вот спортсмены, например, да, кто активно занимается спортом, не является ли это дополнительным риском для того, чтобы возник инфаркт? И в то же самое время те же самые спортсмены после нагрузки физически не ходят в бане те же самые, чтобы расслабить, наоборот, мышечную мускулатуру. Спорт — это жизнь, поэтому любые физические нагрузки у здоровых людей, они полезные. Да? Другой вопрос, если у пациента уже диагностированы сердечно-сосудистые заболевания, тогда есть ограничения. Эти ограничения выставляет лечащий врач. В том числе после инфаркта миокарда ограничения идут по кардионагрузкам. Сауна и бани также противопоказаны. Либо в остывшую сауну и баню можно заходить и мыться. Горячие ванны также противопоказаны. В других случаях, когда это профилактически проводится, то есть пациент еще у нас молодой, здоровый, да, у него не выявлены постинфарктный кардиосклероз, сахарный диабет, эти нагрузки, наоборот, показаны. Также вторичная профилактика инфаркта, когда у нас пациенты в отделении, мы уже начинаем раннюю физическую нагрузку им проводить, лечебная физкультура, тесты с 6-минутной ходьбой, подъемы по лестнице. Это уже в первые неделю после инфаркта уже проводится. Вот вопрос, наверное, который волнует многих и родителей, да, и молодых людей по поводу энергетиков, которые сейчас очень сильно распространены. Многие хотят продлить свою активную жизнь в течение дня, пьют их, причем бесконтрольно. К чему это может в последующем привести? Энергетики — это наша боль. В энергетиках очень большое количество кофеина содержится. Таурина, кофеина, в разы превышающие суточную норму. Кофеин, в свою очередь, повышает артериальное давление, резко учащает сердцебиение. И если у пациентов, у молодых людей, даже не пациенты, они еще молодых людей, ранее не было никаких заболеваний сердца, начинаются аритмии на фоне высоких доз кофеина. Суточная доза кофеина не больше 400 мг в сутки должна быть. А если пациент выпил пару чашечек кофе, 2 баночки какого-то энергетика, то это уже превышение дозы суточной. Такие пациенты у нас были с летальными исходами.
молодые, 20-летние. С друзьями встречались, играли в компьютерные игры. 18-летний еще один пациент был. Ну, заканчивается все очень плохо. Клиническая смерть на фоне аритмогенного шока. И спасти уже нельзя. Да. Тогда вот как быть? Их же продают в любом киоске. В законодательном уровне, мне кажется, нужно ограничивать доступ подросткам к этим энергетикам. Это, видимо, уже мне как к депутату. Да. Хорошо, я принял это предложение, мы с коллегами его проработаем. С какого возраста нужно следить за артериальным давлением и как правильно это делать? Если изначально артериальное давление было в норме, то следить за ним особой необходимости нет. Но если после 40-летнего возраста у мужчин обычно по наследственности передавалась, например, артериальная гипертензия, то да, нужно контролировать. Пациенты обычно знают об этом, и это уже как необходимость. Чувствуют головную боль, пульсацию в висках, тошнота, беспокоит, головокружение, мушки перед глазами бывают, летают, говорят, да, пациенты. Ну, приходится им измерять артериальное давление. И как часто, это уже зависит от самого пациента, какой у него исходный уровень артериального давления, и принимает он препараты какие-то для снижения артериального давления или нет. А вот тогда как правильно измерять артериальное давление? В какой промежуток времени? Утро, вечер, день? Потому что утром человек встал, померил, все у меня хорошо, 120 там, на 80. Да, а в течение дня, может, у него скачки там, и до 150, там, и до 170. А вечером пришел, вроде полежал, и вроде тоже все хорошо. И он все время думает, что у него замечательное артериальное давление. Артериальное давление измеряется манжетой на предплечье. Уровень артериального давления в норме должен быть до 120 на 80, это норма. 130 на 80, это тоже считается норма, высокая норма, до 139. Все, что выше 140 на 80, это уже повышенное артериальное давление, артериальная гипертензия, требующая лечения. Есть аппараты, которые измеряют артериальное давление манжетой на кисти руки. Пожилым пациентам мы этот способ не рекомендуем, так как на фоне атеросклероза пульсовая волна уже ослаблена изначально, и артериальное давление показывает неправильно. Поэтому на предплечье аппараты бывают разные, полуавтоматы, автоматы. Но это выбор уже самого пациента по ценовой категории. А вот по времени суток? По времени суток это нужно самому определиться. При начале лечения рекомендуется 3-кратное измерение. Утром, в обед и вечером. Желательно до еды, так как после еды физиологично повышается артериальное давление. Да. Любая физическая нагрузка также повышает артериальное давление и пульс. Для подбора лекарственной терапии мы рекомендуем холтеровское мониторирование ЭКГ плюс артериального давления, суточный мониторинг артериального давления, где мы видим уже в течение суток на фоне лечения, на фоне приема препаратов, утренние и вечерние дозы, где нам нужно добавить препараты, где уменьшить дозировку. В любом случае артериальное давление — это риск развития инфаркта миокарда. Да. И вот о чем говорит все-таки повышенное давление? Где проблемы у человека? И ведь у нас же есть систолическое, диастолическое давление, верхнее, нижнее, как многие называют. Вот какое за что отвечает и на что надо обратить внимание при повышении того или иного показателя или обоих вместе? Систолическое артериальное давление — это сердечный выброс. Диастолическое — это расслабление сердца. Показывает уровень в миллиметр ртутного столба. Как выявить причину? Это выявить лучше врачу. Пациент сам определить не сможет. Патологии бывают как головного мозга, почек, надпочечников, сахарный диабет влияет. Плюс первичная артериальная гипертензия — это наследственность. То есть в молодом возрасте, до 30 лет, начинается повышение артериального давления. И вторичная артериальная гипертензия — это когда уже на фоне других каких-либо заболеваний повышение артериального давления. Лечение проводится и того, и другого медикаментозно. То есть могут быть проблемы почки, мозги, да, и сердце. Еще и наследственный фактор вместе с сердцем. Да. А вот помогают ли в борьбе с давлением народные средства? Вот там толокнянка то же самое говорит. Народные средства помогают, но морс.
Мы, как по доказательной медицине работаем, да, все-таки придерживаемся лекарственных препаратов. А народные средства — это как дополнение, возможно, к лекарственным препаратам по желанию пациента. Потому что есть спазмолитики, травяные сборы специальные, которые снижают артериальное давление, тот же боярышник. Есть седативные препараты, когда на фоне стрессов, нервного перенапряжения повышается артериальное давление. Тогда, конечно же, эти препараты седируют нервную систему, успокаивают нервную систему. Тогда можно воспользоваться ими. Вот как раз в одном из ответов вы сказали еще и про частоту пульса. Вот насколько частота пульса информативна для нас, как для врачей, о чем она может говорить и как человек в домашних условиях может понять, что что-то с сердечным ритмом не так? Ну, по сердечному ритму это сложно сказать, потому что обыватели, пациенты, простые люди, да, они определить по пульсу не могут ничего. Они могут рассказывать, что беспокоит учащенное сердцебиение, чувство кома в области горла подступает, да? Измеряют артериальное давление и видят, что пульс, третья цифра, она высокая, выше 80. Это стоит обратиться в этом случае к врачу для снятия электрокардиограммы, определения нарушения ритма сердца есть или нет. Так частота сердечных сокращений повышается на любые стрессовые ситуации, на инфекционные заболевания, то есть повышение температуры, интоксикация, головная боль на фоне интоксикации. Все это ведет к учащенному сердцебиению. Любые болевые синдромы, связанные с почечная колика, может быть, головные боли, да, там, рана какая-то, травма, например, перелом у пожилых пациентов, все это ведет к учащенному сердцебиению. Вот тогда совет отсюда вытекает. Как часто надо посещать кардиолога? В зависимости от возраста, наверняка. После 40 лет посещение кардиолога раз в год, если с профилактической целью. Если у пациента уже выставлен диагноз сердечно-сосудистой патологии, то раз в полгода. Ну вот теперь про ЭКГ. Что это такое? Простым языком. Электрокардиография — это простой информативный способ определения нарушения ритма сердца, нарушения проводимости сердца, гипертрофии стенок миокарда. Снимается кардиограмма в условиях поликлиники, частных клиник, накладываются электроды на руки, ноги и электроды на грудную клетку. Специальной подготовки для этого не требуется. Никакой нагрузки на пациента это не несет. Имеется в виду ни лучевой, ни электрической. Снимать можно сколько угодно и когда угодно. ЭКГ-пленок. Сейчас кардиограф очень много, даже гаджеты сейчас есть, которые снимают кардиограмму с передачей информации на телефон. Последнее новшество — это в виде карточки по типу наших банковских карточек. Прикладывают 2 пальца, и можно снимать кардиограмму свою. И насколько он достоверен? Ну, 6 отведений он уже показывает. Неплохо. А тогда более современная альтернатива ЭКГ — Холтер? Холтер — суточный мониторинг кардиограммы, 12-канальные желательно, это более современные, но уже имеются имплантируемые холтеры, то есть в течение года снимается кардиограмма. Этот способ необходим для снятия сложных случаев нарушения ритма сердца, которые мы не можем выявить на суточном мониторинге, на простой кардиограмме. Тогда в течение года пациенту имплантируется устройство, в течение года он ходит, потом его снимают и определяют, были в течение года под кожу. Ну, не мешает, да, человеку. А вот холтер как снимается? 12 электродов накладывают на грудную клетку, сумочка через плечо, и сутки пациент ходит. Дается физическая нагрузка, там режим расписывается специально врачом, когда, во сколько. Пациент расписывает, когда он утром встал, поел, какая физическая активность у него была, во сколько он лег спать. И на фоне этого уже врач может описать по кардиограмме, какие нарушения ритма сердца и проводимости, ишемия миокарда была, в какое время, на фоне чего возникла. То
То есть на физическую нагрузку ишемия миокарда возникла, значит, это признаки ишемической болезни сердца. Какие-то тахиаритмии начинались, на фоне чего тоже после еды, возможно, да, либо это, опять же, физическая какая-то активность была. Или во сне. Бывают нарушения проводимости сердца в ночное время, когда пациент самостоятельно не может определить. Пациент спит. А на холтере уже видно, что есть паузы ритма, особенно у пожилых пациентов, коморбидных, которые в дневное время пациент не ощущает. Ни головокружением, ни потерь сознания у пациента нет, а в ночной период уже эти паузы ритма есть. Это показания уже показать пациента для кардиохирургу для установки постоянного электрокардиостимулятора. Надо еще отметить, что есть еще холтер со СМАДом. Одномоментная, да. СМАД Имеется это... такая же сумочка, суточный мониторинг артериального давления. Это манжета вешается на плечо, надувается каждые 30 минут, и запрограммировать можно по-разному, каждые 30 минут, каждый час, в ночное время пореже. И тут же снимается кардиограмма. И уже синхронизируются данные из двух источников информации. Вот одной из проблем возникновения инфаркта миокарда это были проблемы с сосудами. Ну, в том числе вот повышенный холестерин, который формирует в последующем жировые бляшки, а можно вот как-то эти сосуды очистить? Есть какие-то способы? Ну, как я своим пациентам говорю, сосуды — это не водопроводные трубы, которые можно ёршиком почистить. Бляшка начинает формироваться с 20-летнего возраста, сначала в виде полосок в аорте. В коронарных артериях уже после 40 лет возникают эти жировые бляшки. Как я говорила, наследственность очень сильно влияет. Мы можем только уменьшить процесс, приостановить его, да? Но полностью убрать жировую бляшку невозможно. Бляшка жировая растет внутри сосудистой стенки, между стенок сосудов. И как-то ее удалить невозможно. Если таблетированными препаратами не удается приостановить этот процесс, жировая бляшка уже вырастает больше 75% и дает клиническую картину ишемической болезни сердца, нестабильная стенокардия, Q-негативный инфаркт, либо уже развивается инфаркт, то это оперативное лечение. То есть ставятся либо стенты, либо обходные пути шунтирования коронарных артерий. Это уже большая полостная операция. А вот по поводу препаратов, которые необходимо принять, те же самые статины, в каком случае они назначаются? Статины назначаются у нас при повышении холестерина уже выше нормы, когда имеются факторы риска: сахарный диабет, артериальная гипертензия, признаки ишемической болезни сердца. Статины назначаются лечащим врачом, терапевт имеет право, кардиолог назначить статины. Главное — достичь целевых показателей снижения холестерина. Не просто так вот аторис 20 миллиграммов у нас любят назначать терапевты, да, назначили, пациент ушел и все. Лечение у нас пожизненное. Не бывает такого, что курс лечения я вот месяц пропил, и все, у меня должно быть все хорошо, да. У меня должно быть, такого не бывает. Курс лечения идет пожизненный. Вот если так описать, да, портрет пациента, который поступает в региональный сосудистый центр. Вот кто это? Мужчина, женщина, возраст? Чаще мужчины, старше 50 лет, с избыточной массой тела, у которых имеется уже артериальная гипертензия и чаще сахарный диабет. Женщин в региональный сосудистый центр поступает очень мало. И это уже преклонного возраста женщины. И атеросклероз коронарных артерий у них не такой выраженный, как у мужчин. А вот в части профессий, чем занимается человек? Вот когда-то проводили такой анализ? Ну, были случаи у нас молодых мужчин, это МВД, то есть стрессовая работа, юристы, сотрудники МВД. А так такой корреляции не было. Ну, вот это я почему спросил, потому что все-таки следующий мой вопрос, наверное, будет как раз в тему, в части, да, насколько стресс влияет на здоровье, особенно сердечно-сосудистой. Стресс — это выброс катехоламинов, который проявляется учащенным сердцебиением, повышением артериального давления, что приводит к артериальной гипертензии, истощению надпочечников. Выброс катехоламинов повышает сахар в крови, то есть это высокий риск, опять же, развития сахарного диабета, так как поджелудочная железа на повышение сахара выделяет инсулин.
А истощение бета-клеток поджелудочной железы приводит уже к сахарному диабету. То есть постоянный стресс — это прямой путь к развитию артериальной гипертензии, сахарного диабета, ишемической болезни сердца. Вот что относится к ишемической болезни сердца? По классификации какие диагнозы? Ишемическая болезнь сердца классифицируется как внезапная коронарная смерть, инфаркт миокарда, с подъемом, без подъема, прединфарктное состояние, это нестабильная стенокардия. Ну, вот эти вот все. Вот как человек должен понять, что у него уже один из видов ЭБС имеет место быть? Приступы. Боли в области сердца должны. Боли. Да. Да. Он может на них, может быть, не обращать внимания, и потом уже может развиться. Головная боль, потливость начинается, признаки сердечной недостаточности. Если у пациента, например, был сахарный диабет, безболевая форма ишемии, то инфаркт он мог перенести на ногах. Начинаются признаки сердечной недостаточности, отеки на ногах, одышка. Пациент уже не может спать горизонтально, хочется ему побольше подушек положить, полусидя. То есть застойные явления уже появляются в легких. Вот эти признаки дают. Нарушения ритма сердца также могут проявляться, как ишемическая болезнь сердца. Вы уже достаточно продолжительный период работаете в сосудистом центре. Вот есть ли какие-то тенденции, допустим, по омоложению инфаркта миокарда? Вот наблюдаете ли вы, что там молодых парней, там, ну, допустим, от 40 стало уже больше поступать? Да. Есть такая тенденция. Вот, на ваш взгляд, больше, все-таки да, стрессовый фактор больше, влияет. Ни питание, да? Нет, больше стресса. Ни какой-то образ жизни. А вот в каких случаях нужно незамедлительно обращаться к кардиологу? Появление головной боли, головокружения, каких-то эпизодов потери сознания, синкопальных состояний, да, то есть это кратковременные потери сознания, может быть, просто потемнение в глазах, повышение артериального давления, какие-то ощущения перебоев в области сердца. То есть пациенты говорят, чувствую, что булькает сердце в груди, переворачивается оно. Да? Также рассказывают пациенты, что беспокоит немотивированная резкая слабость, потливость, появились отеки на ногах, одышка. Физическая нагрузка уже дается с трудом, то есть несколько метров проходит, у них беспокоят какие-то боли, слабость, головокружение. Вот эти основные признаки, которые приводят пациента к кардиологу. Вот если ты в этой группе риска, ну, ты уже понял, что действие только к кардиологу. Обратиться к терапевту, к кардиологу, да. И то уже выяснить причину этих состояний. То есть, ну и, наверное, 99,9%, если подтвердится наши опасения вот в части того, что на человека уже все есть, и гипертензия, и, возможно, уже ИБС развивается, то, скорее всего, это пожизненный прием препаратов. Пожизненный прием препаратов. И ограничения определенные вот по физическая активность, диета, снижение массы тела, да, контроль сахара в крови. Ну, наверное, в завершении нашей беседы какие-то пожелания определенные нашим зрителям от врача-кардиолога, который сталкивается ежедневно с этой проблемой. Больше, наверное, к мужчинам, чтобы они следили за своим здоровьем, чаще обращались к врачам и не терпели вот эти боли. Ну, тогда у нас обращение к женщинам. Берегите своих мужчин. Да? Да, берегите своих мужчин. Спасибо большое. Я хочу напомнить, что мы сегодня говорили о проблеме сердечно-сосудистых заболеваний. Особенно уделили внимание теме инфаркта миокарда. И в гостях у нас была Ирина Анатольевна Краснова, кардиолог отделения неотложной кардиологии регионального сосудистого центра Республиканской больницы номер 2 Центра экстренной медицинской помощи. Мы подробно разобрали все эти вопросы, причины возникновения заболевания. Я думаю, это будет полезно, интересно и как мужчинам, и как женщинам, которые должны беречь своих мужчин, а мужчины должны способствовать тому, чтобы беречь свое здоровье. Берегите его, оставайтесь вместе с нами. Вы смотрели программу «Якутия в деталях», проект «Мой доктор». С вами был Иван Луцкан. И, как всегда, напоминаю, смотрите нас по будням в 19:15. Мы рассказываем о том, чем живет здравоохранение Якутии. А повторы программы вы можете увидеть в социальных сетях. Всего самого доброго, не болейте.